ГТРК Ингушетия представляет. Это ручка, которой я пишу. Это кресло, в котором я сижу. Это компьютер, за которым я работаю. А это программа, которую я веду. Да, я. Да я понятия не имею, где. Да мы ехали к тебе. Я откуда знаю? В первый день нас накормили каким-то салатом с грибами. С тех пор ничего не помню. Знаешь, где мы были? Мы после салата и этих грибов, где мы только не были. Самое близкое, это, наверное, созвездие Альфа Центавра. Я не знаю, это пустошь какая-то степь. Вообще непонятно. Да, давай. Давай, скоро будем. Мархаш для меня светлый праздник. Мархаш – это возможность встретиться с родственниками, с друзьями, с теми, кого ты уже давно надеялся увидеть. И те, которые настолько заняты, что в течение года уже не получается с ними видеться. Мархаш – это счастье. Мархаш – это праздник души, тела. Вроде весь месяц ты говел, потом разговелся. И к тому же это все происходит в окружении твоих родных, близких, друзей. Это прекрасно. Ну, в первую очередь, я думаю, Мархаш – это завершение священного месяца Рамадан. Помимо этого, Мархаш – это праздник, который, наверное, дает человеку задуматься о том, что было за этот месяц, что он успел, что он не успел сделать. И, конечно же, стандартная наша процедура – это ездить по гостям, кушать всякие вкусности. И в таком, в общем, праздник желудка. Но в первую очередь я все равно считаю, что это возможность, если не брать физических потребностей человека, возможность, наверное, как-то гармонично и найти гармонию души и разума, наверное. Ну, это самый, наверное, важный праздник в жизни каждого из нас, в жизни каждого мусульманина. Это тот день, когда мы встречаем своих родных, близких, когда мы делимся с ними тем, что было за последние дни. То есть мы рады каждому гостю, кто придет, может быть, даже это не родные, но мы бываем рады, потому что в дом приходит человек с улыбкой, с радостью. Ну, самый лучший праздник, наверное. В первую очередь, это окончание священного месяца Рамадан, да, как было сказано, это то же самое. Возможно встретиться с друзьями, да, когда в будни, как-то кто-то на работе или кто-то болеет, кто-то там в больнице, а здесь встречаешься с друзьями, проводишь время, Для некоторых это возможность также, поехать на смотрины, да, предоставилась такая возможность. Мархаш, в принципе, для меня они всегда проходят очень приятно, интересно. А в этом году они наконец-то для меня прошли, так сказать, без эксцессов, без инцидентов. Обычно я всегда спрашиваю всех, кто ко мне приезжает, были ли на улице аварии, как все проходит, как себя ребята ведут и так далее. Ну, всем же интересно, как-никак республика у нас маленькая,
все мы друг другу родственники, и бывает очень жалко, что наши ребята ведут себя не очень хорошо, и это приводит, конечно же, к проблемам не только для них, но и для всех нас. В этом году я слышала, что как таковых аварий не было. В этом году глава очень сильно позаботился о том, чтобы несовершеннолетние не ездили, чтобы правила не нарушали. Ну и слава богу, что все для нас так хорошо закончилось. Утром мечеть первого дня, и дальше пошло там поехать к тете, поехать к дяде. А в этом году я лично поставил перед собой цель, что я не буду там устраивать вот эти, ну, заходить к чужим людям. Там. Просто если я выбрал определенных людей, да, список некоторые составил в голове и проехался по ним, просто поздравлял. Были люди, которые мне более-менее близки, да, помимо родственников, к которым я мог зайти, попить чай и просто посидеть там полчасика максимум и уйти. А так, ну, я выполнил свой долг, я всех поздравил. А так, без экшена было приятно реально видеть, что на дорогах не было аварий. Это действительно мы заметили и в первый, и во второй день. В третий день, конечно, пошли, там некоторые кому-то бампер разбили, кому-то фару, но ни одного такого происшествия, где кто-то пострадал или кого-то увезли в больницу, к счастью, алхамдулилlah, не было. Поэтому Мархаш прошли довольно на позитиве. Было много смеха, было весело. Для меня они прошли очень даже хорошо, спокойно. Не было такого ажиотажа, что очень даже и радует, что не было такого огромного шума. Как-то все были настроены по-праздничному. Для меня были очень хорошие дни. Как я провел. Как обычно у себя начинается, да, там, ид, короче, надо сходить в мечеть, садака утром. Отсюда, это вообще, это куда отсюда? Вряд ли будут какие-то кардинальные изменения, потому что каждый год мы к ним готовимся очень тщательно, заранее. Список блюд как-никак тоже заранее готовится. И не думаю, что что-то изменится. Ну, если не считать того, что опять у нас проблемы с платками будут. Я надеюсь, в следующем году уже быть, наверное, уже более семейным человеком, женатым человеком. И, наверное, не будет вот этих вот бестолковых разъезжаний от Сагапши до Мужечи в таком ключе. И, наверное, первое, что я поменяю машину. Это будет самое кардинальное изменение. Я думаю, да, потому что у меня стартер что-то все. Дьялши-Андали, если мы доживем до следующих праздников, до Мархаш, то я думаю, мы как-нибудь украсим эти дни выходные. Ну а как, может быть, если их можно как-то разнообразить, то, конечно, с удовольствием. Может быть, какой-то создать общий праздник такой, ну не просто вот каждой семье это происходит, а вот в республике какой-то огромный праздник для этого организовать. Может быть, что-то как это народные гуляния, может еще что-нибудь. В следующем году хотелось бы, конечно, чтобы я хочу жениться. Вот кардинальное изменение вот это будет, да, короче, поехать, короче, к родственникам новоизбранным, короче, так как вот в этом году пришлось побывать первый раз, друг женился, вот, да, вот поехали к родственникам его жены, короче, это было вообще, короче, шикарно. Зашли, короче, встречали нас, да. Понравилось? Конечно, вот как бы совмещаешь и традиции есть, вот, ингушского народа, да, вот, да, и русскую возможность, короче, и там. Ахла бухалчины ига халумяля язел дека даста еще юха мяш юалвай масарна. Дал Марко обл долчин хига халу мелик язел вейн шуана дека даста еха еди юхдуач камерш долдун долгеш долдун масарна. Круто, да? Туда? Туда, да? Марко бахолчин хига халумяля язел. Ислам, так как на Мархаш мы это делали, не получится сказать, так как, короче, вот заходишь, да, 5-6 человек, короче, кто-то среди них по-любому не может, да, там, до конца это выговорить. И вот этим самым, вот этот форт вливаешься и пользуешься этим моментом, так как я сам это воспользовался, до конца, там, не умею, там, как это обычно бывает, там, и как бы это прокатывает. Но тем не менее, короче, суть-то ясна. Вообще непонятно. Да, давай. Давай, скоро будем.